В июле этого года мы подготовили материал по уголовным делам Михаила Мерикьянова. 29 ноября должно состояться первое судебное заседание. Предлагаем вашему вниманию позиции сторон и хронологию о том, как развивались события в нашумевших уголовных делах. Это объект по улице Каландрашвили, Якутска. Дом первой очереди был введен в 2018 году силами дольщиков, которые создали кооператив «Долбан». Второй объект, который на нашем фоне, будет достроен в скором времени силами нового застройщика АО «Якутпромстрой». Ранее объекты принадлежали АО «Северная строительная компания», генеральным директором которой был Михаил Мерикьянов. На предпринимателя возбуждено 3 уголовных дела, части 2 статьи 201 Уголовного кодекса России «Злоупотребление полномочиями». Они касаются этих домов по Каландрашвили и 2 кооперативов КПК «Ярко» и КПК «Таюк». Давайте разберемся, что же произошло на самом деле и где тут правда. Мы взяли эксклюзивное интервью у самого Михаила Михайловича. Я закончил университет в США. Приехал в 1999 по бизнес-администрированию. И мы создали Саха-ипотечное агентство с акционерами, так скажем. Да? То есть я защитил программу ипотечного кредитования, и она была успешно в виде программы ипотечного кредитования утверждена постановлением правительства республики. Ну и вот и за период времени я ввел в эксплуатацию 29 многоквартирных жилых домов в городе Якутске, в Мирном, в Нюрбе, ну и незавершенные объекты, также и школы в разных вот таких поселках и городах, допустим, Покровск, Марха, школа большая я сдал в Мархе тоже. И Северная строительная компания, она была одной из крупных и входила в 5 самых крупных строительных компаний республики, ну и, безусловно, лидером строительства в городе Якутске. А Саха-ипотечное агентство, поскольку это касалось уже 21 год назад, Саха-ипотечное агентство было пионером не только на Дальнем Востоке ипотечного кредитования, но и по всей России. Я ездил в Генеральную прокуратуру в 2016 году, встретился с начальником управления по защите прав предпринимателей, такой был Пухов, товарищ господин или. И он из Москвы четко мне сказал, вот я ему показал такую толстую бумагу и сказал, мне выдают на строительство 14-этажного жилого дома разрешение на месяц. Я не могу в течение месяца построить, мне препятствует бизнесмену. Он говорит, мне все понятно, из Москвы отсюда видно, это воспрепятствование предпринимательской деятельности. Я в рамках своих полномочий, как прокурор Генеральной прокуратуры, даю задание прокуратуре республики, чтобы они возбудили дело в отношении должностных лиц. После этого я приезжаю, даю объяснение или показания, можно сказать, в рамках поручения Генеральной прокуратуры в нашей республике. И республиканская прокуратура говорят, да, у нас есть выявление, признаки состава преступления по воспрепятствованию деятельности. Это ограничение предпринимателей, разрешение на строительство даны либо на месяц, либо на 3 месяца. Но это понятно, что в течение 3 месяцев вот такую махину, 14-этажное здание, по Каландрашвили, большой комплекс, за месяц его никак не возвести. И за 3 месяца. Что происходит? Мы все знаем, что есть закон о долевом участии граждан. Ипотечное кредитование оформляется людьми, нашими клиентами. Мы построили, слава богу, 29 многоквартирных домов. У нас абсолютная репутация в банках коммерческих, Россельхозбанк, в других банках. И чтобы оформить ипотеку, все получается формально. Разрешение на строительство 3 месяца, значит и ипотечное кредитование на 3 месяца. Вот мы как-то, чтобы продажи не останавливать, регистрировали именно так, как это требует закон. С дополнительным продлением, и получается у мэрии все время просили на коленях о продлении разрешения на строительство. Что происходит? Я и сейчас, по прошествии уже большого времени, считаю, что это система целая. Строитель, бизнесмен, предприниматель
он зависим от одного человека, от его ручки и подписи. И вот он захочет на месяц даст разрешение на строительство, захочет по проекту на 2 года даст, может и расторгнуть. Вот мы по этому конкретному объекту судились, вошли в законную силу решения судов о том, что мы правы. И вот эта вся, значит, ситуация, я считаю, началась после моего обращения в Генеральную прокуратуру. Я считаю, что сегодня строительство и вообще строительная отрасль, она глубоко коррумпирована. Она составляет по итогам 2019 года 138 миллиардов рублей. Это очень крупная цифра. В строительстве крутится около 2 миллиардов долларов. Ну, вот если 138 разделить на 73 по курсу доллара, ну, это крупнее, чем выручка Алроса. Поэтому и интересы больше. Значит, вроде как получается денег много бюджетных, строек должно быть больше. Ну и, соответственно, предложение строителей должно быть тоже большим. А что произошло? Рынок сжался, стоимость взлетела. Я связываю возбуждение уголовного дела как раз-таки вот с этими барьерами. В уголовном деле по объектам на улице Каландрашвили пострадавшей стороной выступает городская администрация Якутска. Давайте разберемся, какова ее позиция. В декабре 2014 года администрация предпринимала ряд действий для того, чтобы приобрести жилье для переселенцев из ветхого жилья и для сирот. И вот в рамках исполнения этой программы были заключены несколько муниципальных контрактов. Это были 6 контрактов на приобретение 84 квартир по адресу улицы Каландрашвили, это вторая очередь объекта. 5 контрактов из 6 были заключены путем электронного аукциона, то есть максимально открытым способом, и 1 запросом предложений. Значит, нужно отметить, что эти контракты были заключены обоснованно. На тот момент у застройщика имелся договор аренды земельного участка с соответствующим видом использования под проектирование и строительство многоквартирного жилого дома. И у договора был достаточный срок, он был по август 2015 года, да, и более того, настоящий договор предусматривал отдельным пунктом то, что он может быть продлен при надлежащем его исполнении. Также договор занимал какой срок? Договор аренды земельного участка был по 23 августа 2015 года. Он начинался с 2013 года еще. То есть это была длящаяся аренда земельного участка. Более того, застройщикам было представлено разрешение на строительство. Оно было им получено также в 2013 году и продлевалось. На тот момент, когда контракты заключались, оно было продленное. Ко всему прочему, поскольку это приобретение для таких важных целей за бюджетные деньги, была получена от застройщика справка о проценте готовности. На тот момент процент готовности составлял 12%, имелся нулевой цикл, но нулевой цикл, вы знаете, что это свайный поле, да? Разрешение на строительство было подготовлено на тот момент уполномоченным органом, да, это соответствующий департамент по градостроительству, и подписано Никифоровым Игорем Германовичем, на тот момент заместителем главы города по строительству. То есть это надлежащий легитимный документ. Так, ну, значит, вернемся к муниципальным контрактам, которые были заключены. Нужно обратить внимание, что контракты были заключены по 31 декабря 2015 года. То есть срок муниципальных контрактов составлял год. Годовой цикл, за период которого застройщик должен был возвести эти квартиры, построить, да? Значит, и во исполнение контрактов, согласно их условиям, был перечислен аванс в размере 30% от суммы всех контрактов. Это в общей сложности всего 60 миллионов рублей. Ну, точные цифры мы вам передали, они у вас будут. Но нужно отметить, что в 2015 году были выявлены часть обстоятельств, которые показали, что, возможно, строительство не завершится в установленные сроки. Да? Значит, был совершен выезд, было привлечено управление строительного надзора, и неоднократно зафиксировано, что работы не ведутся, что техника не работает. Это все установлено в соответствующих предписаниях и также в дальнейшем в суде. Значит, что нужно дальше отметить? Да? Бюджетные средства были задействованы, да? И поскольку цели такие у контрактов были, естественно, дальше администрация должна была предпринимать действия. Да? И вот по этой причине были инициированы судебные
заявления в суд, значит, но в процессе они были поданы в сентябре 2015 года. В процессе, значит, застройщик пришел к тому, что был готов заключить соответствующие соглашения о возврате суммы аванса и об оплате процентов за использование денежных средств. Да, значит, такие соглашения были заключены в 2015 году, в ноябре. Но вместе с тем они добровольно не были исполнены, и поэтому судебные разбирательства были продолжены. А сколько процентов составляли вот из тех 60 миллионов? Сколько он должен был выплатить? Долг составляет 60 миллионов. Это 30% аванса, 60 миллионов. Судебные разбирательства по контрактам закончились в 2016 году. Суд признал правоту окружной администрации. В разное время эти решения вступили в свою законную силу. То есть позиция наша была признана законной. Да? Нужно отметить, что после того, как еще банкротство там началось, да, в ноябре 2016 года мы получили постановление о признании администрации потерпевшей стороной в этом деле на сумму основного долга. И началось уголовное расследование, да, которое, значит, сейчас продолжается. В 2018 году дополнительно было нами получено постановление о признании гражданским истцом. Также на сумму основного долга порядка 60 миллионов рублей. Да. Сейчас мы, получается, являемся потерпевшей стороной, гражданским истцом и кредитором, да, на указанную сумму. Естественно, сумма эта для бюджета большая, и цели, которые преследуются, тоже были важны и сейчас, и тогда. Поэтому на этих позициях мы остаемся. Ну, конечно, нельзя принять во внимание то, что, значит, общество в настоящее время не располагает какими-то ресурсами, чтобы требования кредиторов удовлетворять. Об этом нас информирует конкурсный управляющий. Тем не менее, мы продолжаем дальше отстаивать и защищать интересы окружной администрации. Возвращаемся к интервью с Михаилом Мерикяновым. С его слов, расследование уголовных дел связано с заводами «Спанкрит» и «Веллер». Была неправильно сформулирована, я считаю, с умыслом. 16 июля якобы уголовное дело вот-вот должно поступить в суд. Но вот как мы понимаем, сегодня уже 17-е, никакого, значит, судебного решения или там в суд оно не передано. Это первое. Второе, с чем мы столкнулись в ходе вот уголовного процесса, банкротства, ну и будем говорить черного пиара. Мы фактически, когда приехали на завод знакомиться с вещественными доказательствами по уголовному делу, американский завод «Спанкрит» и «Веллер», они были запущены в эксплуатацию, мы выпустили продукцию вот железобетонную, посмотрите, очень хорошие идеальные плиты. И мы столкнулись с тем, что он полностью разукомплектован и разграблен. Органы предварительного следствия дали подсохранную расписку конкурсному управляющему Маршинцевой. Она говорит: да, я принимаю, гарантирую для кредиторов сохранность. И что самое интересное, она тратит 10 миллионов рублей на охрану. Я на свое бывшее предприятие не мог в течение 4 лет попасть, там стояла вооруженная охрана. И вот она показывает в отчете 2019 года, 10 миллионов рублей тратит на охрану. Списывает. Если она тратит охрану на вооруженную, то как могли разукомплектовать, разграбить американский завод стоимостью 318 миллионов рублей? Мы купили это американское оборудование, смонтировали и на Каландрашвили уже выпустили продукцию, чтобы построить 14-этажный дом. Это оборудование в долларах, поэтому оно стоит 10 миллионов долларов и в 2014 году, и 10 миллионов долларов с монтажом, с пусконаладкой в 2021 году. То есть, если перемножить по текущему курсу, то это оборудование стоит 700 миллионов рублей. Теперь, сколько кредиторов и какую сумму они вложили? Сказали, пайщикам Ярко, таких 1800 аж 9, нанесли ущерб, ну, чуть ли не миллиард. На самом деле, например, если касаться дольщиков, которые являются в первую очередь и вторую очередь, то как кредиторы, как дольщики, они абсолютно все получили решение арбитражного суда. То есть удовлетворили свои требования. Еще в 2017 году в первую очередь получила квартиры. А что делает следствие? Их признает в 2020 году потерпевшими, и опять же мне в вину меняется.
Смотрите, вопрос был по поводу количества фирм, где вы были директором. То есть... Значит, мы с 2000 года Сахай ипотечное агентство приняли абсолютно правильную и, на мой взгляд, значит, политику. Да? Это называется вертикально интегрированная компания. То есть это производство, это строительство, это продажа и послепродажная эксплуатация, значит, объектов, которые были введены. Под ключ. Под ключ. То есть для того, чтобы клиентам нашим, потребителям, слава богу, это 7500 семей за мой период времени спраздновали новоселье там на вторичном жилье, на первичном жилье. И вот это предполагает разные компании, разные виды, значит, бизнеса. Их нельзя путать вместе, потому что производство железобетона, тем более технологическое, это одна деятельность. Строительство, там техника безопасности, строительные нормы, проектирование совершенно другая. Их нельзя вместе путать. И если скомкать, то сказать, вот Мерикянов собственник всех этих организаций, значит он виновен. Но извините, существует везде разный директор, разный совет директоров и разные интересы вот разных компаний. И вот мы условно, и также вот пишут, входящий в корпорацию Сахай ипотечное агентство. Но корпорация Сахай ипотечное агентство действовала в течение 17 лет. Верой и правдой работала для интересов своих потребителей. Что в этом зазорного или плохого? Напомним, Михаил Михайлович проходит по 3 уголовным делам. Помимо объектов Каландрашвили, это дела кооперативов «Таюк» и «Ярко». Расскажите, пожалуйста, как обстояло дело в 2016, получается, году? Почему вообще ситуация дошла до расследования уголовного дела? Бывший руководитель Сахай ипотечного агентства Мерикянов Михаил Михайлович, значит, в его корпорацию входили несколько предприятий, вот, которые брали заемные средства у кооператива «Ярко», а также «Таюк», и впоследствии которые не были возвращены. Вот. Также кооперативом «Ярко» и «Таюк», учредителем которых являлся все тот же Михаил Михайлович Мерикянов, вот, впоследствии как бы и председатели данных кооперативов, а также члены правления, значит, были подконтрольны данному лицу, вот, решались на совещании. Вот, принимали решение, то есть о выдаче денежных средств этим предприятиям. Это северостроительная компания, это общество «Базальт», значит, это Мархинский завод железобетонных изделий, Якутское инженерно-строительное предприятие. Ну и в дальнейшем как бы не смогли исполнить свои взятые на себя обязательства по возврату данных денежных средств, что и привело к банкротству именно кооператива «Таюк» и «Ярко», а также его действующих на тот момент предприятий. Сколько средств ушли из кооператива и на какие цели они были потрачены? Ну, по нашим данным, что, значит, Михаил Михайлович Мерикянов с целью продвижения строительства в республике Саха-Якутия закупил оборудование «Спанкрит Вёллер» американское, на что и нужны были именно эти денежные средства. В результате чего и они не были как бы возвращены людям, простым вкладчикам кооператива «Ярко» и «Таюк». Это в основном, получается, люди преклонного возраста, которые уже многие не дожили до сегодняшнего дня. Пострадавших примерно, ну, порядка приблизительно 2000 человек, да, вкладчиков. На сегодняшний день в реестре требований кредиторов, значит, кооператива «Ярко» 1080 человек. По решению, вступившими в законную силу арбитражного суда по всем предприятиям должникам кооператива, сумма составляет 888 миллионов. Как обстоят дела сейчас? Вы, как представитель конкурсного управляющего, что можете сказать? Ну, сейчас как бы у конкурсного управляющего, а также у кредиторов кооператива единственная надежда на то оборудование «Спанкрит Вёллер», которое находится на балансе у общества «Базальт», где конкурсным управляющим является Маршинцева Сардана Степановна. Данное оборудование сейчас, значит, находится под запретом следственной части Республики Саха-Якутия, то есть как бы под арестом находится в качестве вещественного доказательства, скажем так, предусмотренной статьей 81 УПК.
Вот. И пока до завершения уголовного дела в качестве именно по обвиняемым, да, по данному уголовному делу, значит, продажа и выставление на торги его сейчас невозможно. Конкурсным управляющим АО «Базальт», которому принадлежит заводы «Санскрит» и «Веллер», была назначена Сардана Маршинцева. Он закрыт для посещения. Она отказалась от комментариев и также отказалась пустить нас на территорию объекта. Во всех моих бывших предприятиях, которые вот на сегодняшний момент на банкротстве, конкурсно управляющих трое. Это Шишигин, Маршинцева и Москвичи, Каретников. А название фирм? Ну, значит, на сегодняшний момент это Северная строительная компания, это Базальт, Якутское инженерно-строительное предприятие и кооператив Ярко и Таюк. Все они вдруг в одночасье стали банкротами. Почему банкротами? Потому что это легко управлять. Кредиторы не ходят в суды. И одновременно примерно сейчас 15 судебных споров идет. Мы активно участвуем. И всех кредиторов приглашаем участвовать, самим послушать судебные споры. Сколько всего кредиторов? В разных предприятиях разное количество кредиторов. Какой выход? Вообще в общей сумме нельзя сказать? Ну, значит, их по сути своей, вот в кооперативе Ярко утверждается, что 1800. Идет вброс информации, говорят 3000. Но кто это регулирует? Наверное, регулирует конкурсный управляющий. Есть большая разница между 3000 кредиторов и 1800. А де-факто сколько? Но де-факто, скорее всего, 1800. Но вот рейдеры, они ошиблись в том, что ну вот нельзя в течение 5 лет такое количество людей просто ввести в заблуждение и сказать, вот ты вложил 1 000 000, а ничем не закончилось уголовное дело и банкротство, поэтому, ну извиняй. Ну получается, уголовное дело, оно идет уже на протяжении 5 лет. Оно идет параллельно. Параллельно. Да, уже если считать, например, ну, вот начальник следствия Разин, на мой взгляд, он делает интервью, мы начинаем выплаты и квартирами, и сваями. Нет, он вместе с Алмаз Кредит Сервисом, вместе с судосберегательным союзом и несколькими кредиторами выходит на прямой эфир. И говорит, пишите заявление, ребята. После этого, когда он такое заявление делает на НВК СХ, к нам в офис, мы в одном офисе находились, это 2015-2016 год. Просто поток клиентов, которые, паника началась, верните наши деньги. Дольщики прибежали. Я положил 500 тысяч, это которые мне дала дочь, она сама взяла кредит 500 тысяч, и мне дала, я это деньги подумал, успею получить, но не успел. Я знал, что, ну, думал, что обанкротится это, но не успел получить. А я положила более 800 тысяч, ну, как-то успела получить 200 тысяч в конце 2014 года, сразу перед паникой, когда еще. А так у меня осталось 650 тысяч. Потерянных денег около 1 миллиарда рублей, 1800 вкладчиков. Официально признано 1080, это те, кто вошли в реестр. На данный момент ситуация вообще никакая, ну, следственное дело тянется уже 7 лет. Вот ждем скоро суда, когда все-таки будет справедливый суд и встанет на защиту вкладчиков. У нас 5 групп Ярко вкладчиков. Вроде бы как 7 лет прошло, а все равно люди таят надежду, что какая-то справедливость все-таки восторжествует. Почему вот такое вот это большое экономическое преступление, а ему как бы квалифицирует то, что он превышение должностных обязанностей. Какое превышение? Это обычное экономическое преступление в больших масштабах. Обокрал своих местных сельчан, население, местное свое население. Мы же не просим там вернуть нам все 100% денег, хотя бы 30-20%. Это уже такая большая радость была для нас всех вкладчиков, жителей вот Якутии. Ведь вкладчиками являлись кризис был в 2014 году, а вкладчики они по всей Якутии.